Шашлыки на мангале, солнце в чистом небе, выходной день на календаре и адреналин в крови. Что еще нужно человеку для полного счастья? Все это ждет жителей столицы завтра, в субботу, с 11 часов на полигоне «Патриот». Федерация автомотоспорта приглашает вас на 9-е гонки без правил. Ну а в этом выпуске «Эксе» репортаж о старте сезона, ледовых автомобильных гонках, 2 якутских этапов зонального чемпионата страны. На отличном льду Белого озера в Якутске собрались отличные парни, для которых автомобильные гонки не первый год стоят, если не на первом, то как минимум на втором, в крайнем случае на 3-м месте в жизни. 5 команд из Находки и Якутска 25 и 26 марта боролись за право составить призовую тройку зонального чемпионата страны. Братья неспортивным чемпионом Восточной зоны 2006 года привел Якутск Вадим Верхов. Он неизменно приходил первым во всех заездах 2 первых этапах Находки и Уссурийске. Строго говоря, в Якутск Вадим мог бы и не приезжать вовсе, и тем не менее. Если бы я, как всегда говорю, знал заранее, что я здесь буду победителем, наверное, бы и не приехал. Неинтересно было бы. В чемпионате вообще присутствует 4 этапа, а зачет по 3 лучшим. К сожалению, то, что произошло там на Дальнем Востоке с нашей командой, которую не допустили из-за технических, претензий. На первые 2 этапа. На первые 2 этапа, да. Сейчас наша задача бороться за 2-е командное место, и в личном у наших ребят тоже есть шансы занять 2-е и 3-е места. Мы с вами посмотрим полностью 13-й заезд 3-го этапа. Именно он оказался самым захватывающим в этот день. Итак, Егор Скрипников стартует по крайней левой дорожке. Он уже принял участие сегодня в 4 заездах. Во всех них он победил, набрал максимальное количество очков среди всех участников, 20, и очень сильно оторвался даже от ближайшего преследователя Василия Кудосина, якутского гонщика. Однако Василий Кудосин уже закончил с этим результатом 15 очков на 2-е место, и таким образом уже не сможет догнать остальных, набрать дополнительные очки. В отличие, скажем, от идущего по 2-й дорожке, правая машина под номером 7 тоже желтого цвета. Это Владимир Макуха. Владимир отъездил сегодня 3 заезда. Не очень удачно, надо сказать, они сложились для него. В 2 из них он победил, конечно же. Однако в 6-м по счету Владимир пришел только 3-м. И если он проиграл, скажем, мы сейчас видим, что лидирует Айдар Шарифуллин, гонщик из Неринга, который набрал так же, как и Владимир Макуха, 13 очков. 13 очков, и, в общем-то, тоже имеет шансы неплохие стать одним из лидеров, призеров, по крайней мере, этого этапа. Гонщики проходят сейчас самый большой вираж, левый, и выходят на змейку, которая обернулась очень негативным моментом для еще одного лидера якутской команды Вадима Данилевского. Вот примерно где-то в этом месте его машина перевернулась. Гонщики прошли финишную прямую, это первый круг, 1,5 километра они уже прошли, чуть больше 1 минуты уходит на каждый круг, всего их 4 в каждом заезде. И как вы видели, лидирует Асхат Шарифуллин, за ним следом идет гонщик из Находки Егор Скрипников, а следом за ним Владимир Макухов. В этом этапе принимает участие одна единственная девушка в составе команды из Приморского края, Елена Середа. Вы приехали побеждать? Лично я нет, я приехала участвовать, а наша команда, надеюсь, достойно здесь выступят. Вот обратите внимание, как проходит этот большой вираж Егор Скрипников. Дело в том, что в отличие от других гонщиков, он там не тормозит и не переключает передачи. И, в общем-то, это свидетельствует об одном очень существенном его преимуществе. Конструктивном, что ли, я бы даже сказал, а именно коробку передач механикам удалось, возможно, с каким-то участием таким авторским, подобрать, и в результате он не теряет драгоценных секунд на этом. Как вы видите,
турнирное положение пока на этом заезде не изменилось. Гонщики идут все в том же порядке. Разве что вот Владимир Макуха на правом вираже, как мы видим с вами, приблизился почти что вплотную к Егору Скрипникову. И вот здесь даже пытается, по-моему, на змейке его обойти. Вот посмотрите, право напротив финиша, но все-таки на прямой ему это сделать не удается. И вот посмотрите, опять он входит в левый вираж, тот самый большой, на котором Скрипников никогда не теряет скорости. Но я так понимаю, что и Владимир Макуха там тоже не теряется. И еще более сократил этот разрыв, практически вплотную идет, прижавшись к Егору Скрипнику. Заканчивается второй круг. Ну, как мы видим, положение не изменилось. Хочу обратить внимание ваше еще на одно обстоятельство. Дело в том, что надо сказать, что результаты... Опа! Вот посмотрите, Владимир Макуха все-таки, по-моему, обошел все-таки на левом вираже. И сейчас в змейку входит уже вторым по счету. Вот вам и, так сказать, приватности судьбы и конструктивные особенности машины. Все-таки характер играет не последнюю роль в том, чтобы гонщики занимали те места, которые действительно по праву им достаются. Напомню, Владимир Макуха в прошлом году стал чемпионом дальневосточной зоны. Однако мы, в общем-то, не раз уже об этом рассказывали вам. В этом году чемпионат складывается для якутян крайне неудачно, в том смысле, что наша команда не была допущена ни к одному, ни к первому, ни ко второму этапу, которые проходили в Находке и в Уссурийске. И поэтому вот сейчас очень важно то, насколько удачно мы выступим здесь. Итак, Асхат Шарифуллин, и следом за ним идет Владимир Макуха. Ну, не повезло Владимиру Макухе в первый день. Ну, а вот как выглядит положение команд после третьего этапа. Ребята из Находки уверенно занимают первую позицию. Сборная Якутии на втором месте. На третье место вышла команда СТК Якутской нефтебазы, а далее идут клубы Якутская физика и Общественник. Увы, но Асхат Шарифуллин покинул в этом году Белое озеро только в ранге претендента на призовое место. На следующий день ему не повезло в одном из заездов. Он оказался участником тройного столкновения с участием также Александра Алясина и Елены Середы. Александр Алясин благополучно продолжил выступление. Ну, а больше всего досталось машине Елены Середы. Впечатление было такое, что в заднюю часть кузова ее машины попала граната. Но сама гонщица из Находки не пострадала. Видел Шарифуллина, пошел по внутреннему радиусу. Шарифуллин, догоняя, пошел по наружному. И, видимо, произошел у нас снос, скорее всего, неумышленно, и произошел контакт. Ну, то есть это чисто такое боевое единоборство уже было. Было борьбы. Посередине, если сразу вопрос отсеем, она шла в пыли, заметила желтые флаги сигнальщиков и начала тормозить. Тормозить. Она бы, если просто сбросила газ, она бы на траекторию, где лежала машина, не попала. Поэтому она затормозила, ее снесло и произошел контакт. Еще один инцидент случился на третьем этапе. Алексей Сухарев из Якутска из-за неисправной коробки передач всего лишь на доли секунды потерял контроль над своим автомобилем и вылетел не только с трассы, но и из состава участников гонок. Ну что ж, мы с вами сейчас смотрим заключительный 16-й заезд 4-го тура и всего чемпионата в дальневосточной зоне в этом году. Здесь участвуют, увы, только двое гонщиков. Вот первым выехал на крайнюю левую дорожку Вадим Скрипников, это гонщик из Находки. Один короткий вопрос. Как лед? Лед, да нормально, лучше, чем у нас. Да ты чё? Меньше ям. Ну да, более крепкий получается. Да, меньше разрывается. У нас раскопали в этом году сильно в Находке. 24 очка он набрал к этому моменту. Его соперником по правой дорожке оказывается Владимир Макуха. У Володи сейчас 25 очков. На 1 очко он опережает своего соперника. Настроение отличное, катаемся очень хорошо пока что. Но я думаю, что продолжим в таком же духе. Обратите внимание, у Владимира Макухи номер 7, а у Егора Скрипникова номер 5. Очень много сейчас зависит от этого заезда. Дело в том, что вчера, когда проходил третий этап, то Владимир проиграл, был вторым, а Егор Скрипников занял тогда первое место. Сегодня немножко фортуна повернулась лицом к Володе. В частности, у них уже был сегодня очный заезд. Тогда Володя буквально на последнем
повороте, вернее, на выходе к последнему кругу обошел Егора Скрипникова и таким образом вот набрал вот эти заветные 25 очков. Сейчас спортивный проходит змейку. Я тем временем хочу спросить у Сергея Бакулина, который, кстати сказать, тоже должен был стартовать в этом заезде, однако техническая поломка произошла у него в течение дня, поэтому у него ничего не вышло. Сергей Бакулин, вопрос, как думаешь, вот после того, как, насколько много значит удачный старт? Практически 90% определяющий удачный старт. Потому что в дальнейшем очень тяжело, если грамотный пилот впереди идет, очень тяжело атаковать. Вот сейчас вот мы видим вот выходы из виража, Володя пытается атаковать его. Но вот Скрипников очень удачно закрывает траекторию, поэтому приходится Володе идти по другой немного траектории, что занимает большее расстояние. Вот сейчас вот Володя опять пытается атаковать. Ну, у него, кстати, видимо, на виражах все-таки атака лучше попадает, чем на Дело прямой, в том, что вот мы посмотрели на приморцев. У приморцев немножко другая тактика езды, прохождение виражей. Я бы не сказал, лучше или хуже, но она просто другая. Мне все понравилось, люди понравились, организация мероприятия понравилась. Ну, удачно. С одной стороны, как, холодно, не холодно, в общем-то, на соревнованиях это не отражается. На будущий год, Сергей Васильевич, как? Ну, обязательно приедем. Еще 2 круга, я думаю, что Володя все-таки займет лидирующую позицию в этом заезде. Да, наверное, все-таки Хонды быстрее, чем наши Тойоты. Ну, Но я тем всегда. временем напомню нашим телезрителям, или, в общем-то, расскажу о том, как закончился 3-й этап, субботний этап чемпионата России в дальневосточной зоне. Скрипников, Егор, я уже об этом сказал, он набрал 100 очков, занял 1-е место. Владимир Макуха. вот сейчас опять атакует Володя, но опять Шлейфом шлейф, попал в пыль. Практически из-за того, что была ограниченная видимость, пришлось бросить газ. Но вот опять атака идет. Ну, слышно, да, как зрители орут, поддерживают Вову. Но вот ошибается Скрипников. И Плотную приближается Макуха к нему, но он опять его закрывает. Вова. Вот сейчас вот этот любимый вираж Макухи, я думаю, здесь он его сейчас должен объехать. Вот выход с него. Нет, к сожалению, не получается. Но еще есть один круг. Я думаю, сейчас Володя уже все-таки сможет атаковать. Нет! Обходит его! Ты смотри, по Отлично! прямой. Всё. По прямой обходит, закрывает. Смотри, сейчас он- Нет, сбивает. Да что По-моему, ты был делаешь? контакт. По-моему, был контакт. Потому что Володя так не мог ошибиться, я думаю. Все-таки не мог. Ну, посмотрим, чем все-таки закончится это. Ну, судя по Очень никак не серьезное разрыв, расстояние стало, да. Да, разрыв серьезный. Но Володя очень умело сокращает его. Нет, я думаю, все-таки уже не догонит он его. Метров 20 достается до соперника, поэтому навряд ли сможет он обогнать его. Хотя все что угодно Как может знать, сейчас да, случиться, да. Нет, вот Володя уже сокращает где-то метров до 10. Еще 2 И- виража, 3 даже получается. Проходит первый вираж, ложит машину во второй. И уже практически на бампере он у него. И вот выходит и... Нет, к сожалению, не получается. К сожалению, не получается, да. Все, на пол посмотри, корпуса проигрывает. всего лишь. Да, всего лишь на пол корпуса. Ну, собственно говоря, это означает, что будет, видимо, перезаезд. Ведь Да, у них безусловно, получается сейчас- одинаковое количество Да, баллов безусловно, они набирают. сейчас будет перезаезд у них. Я думаю, что это все-таки Володя, изучив как следует соперника, он все-таки возьмет свое. Я думаю, что Володя должен победить. И финальный перезаезд состоялся, но борьбы в нем не получилось. Владимир Макуха выиграл старт, после чего Егор Скрипников, строго говоря, сдался. Борьбы не получилось, да? Да, что-то старт плохо стартанул сразу. Обычно я старты выигрывал, а тут что-то не получилось. Ну и потом я уже просто в ходе гонки, знаю, что гонщик чуть-чуть быстрее, и я уже не стал, трудно обогнать, и я уже просто не стал сильно гнаться. Пару кругов попробовал, а последние 2 уже, думаю, уже не Все равно бесполезно. спасибо. Спасибо за борьбу. Спасибо. Тем более, что если бы не ты, то Володя бы не проявил свои ни борцовские качества, ни тактические, ни технические. Володь, поздравляю тебя с победой. Спасибо большое. Скажи, вчера невозможно было победить. Вчера возможно было победить, это вина моя, лично только моя. Автомобиль был в порядке, все. Просто подарил один старт, и вот результат, так скажем. Ну, вообще, вот то, что касается основного старта вот сегодняшнего, я имею в виду 16-го, вообще был класс, конечно, со стороны. Я не знаю, там, насколько у тебя там, где тряслось. Очень, но- очень сильное психологическое напряжение. Очень сильно переживал, весь день, считай.
было тяжело. Ну, зато хорошо, что хоть достойный соперник, есть с кем покататься. Приятно просто с ребятами кататься. Ну, сознательно, наверное, все-таки из-за этих переживаний, собственно, и нравится спорт, ведь, да? Ну, возможно. Если бы легко побеждал, то... Возможно, из-за этого тоже. Теперь будешь бриться каждый день? Ну, все, гонки как бы прошли, можно побриться. Ну, удачи тебе, спасибо тебе Вам большое. спасибо за большое. И вот как выглядит итоговая таблица зонального чемпионата 2006 года. Ну, что касается личного зачета, то первые 2 места в этом году достались гонщикам из Находки. Для якутян пьедестал начался с 3-й ступеньки. На нее по сумме 4 этапов поднялся Владимир Макуха. 5-е место занял Дмитрий Степичев. Еще 2 якутян замкнули первую десятку лучших гонщиков. Александр Алясин занял 9-е, а Владимир Ильин – 10-ю позицию.